Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на урок русского языка и литературы в 8 классе. Тема нашего урока – Олжас Сүлейменов «Земля, поклонись человеку». На этом уроке вы научитесь прогнозировать содержание по отрывку прослушанного текста, а также представлять информацию в виде презентации, содержащей в том числе таблицу, схему. А сейчас предлагаю вам посмотреть видеоролик об известном казахстанском поэте Олжасе Сүлейменове. 12 апреля 1961 года, день который запечатлен в истории памятным событием мирового масштаба. День, когда человек впервые отправился в космос. Именно благодаря этому грандиозному событию вся Земля узнала имя казахстанского поэта Олжаса Сүлейменова. Он написал и опубликовал легендарную поэму, прозвучавшую как гимн первому космонавту и всей нашей цивилизации «Земля, поклонись человеку». Листовки были отпечатаны многочисленным тиражом и сбрасывались с самолетов над ликующими толпами людей. Олжас Сүлейменов – поэт, народный писатель, лингвист, исследователь, тюрколог, видный государственный и общественный деятель, родился и вырос в Алма-Ате. Гнет сталинских репрессий не обошел стороной и семью Сүлейменовых, когда писателю исполнился всего год. Его отец был расстрелян. Несмотря на то, что родные пророчили Олжасу блестящее будущее инженера-геолога, поэтический дар взял свое и определил дальнейший путь всенародно любимого писателя и публициста. Его трудовая биография связана с двумя крупными творческими союзами Казахстана – Союзом писателей и Союзом кинематографистов. Его книги выпущены на разных языках и получили признание по всему миру. Благодаря Сүлейменову казахский кинематограф приобрел всенародную известность и стал позиционироваться как профессиональное и талантливое кино. Киностудия «Казахфильм» выпустила такие фильмы, как «Ижибек», «Тревожное утро», «Выстрел на перевале Хараш», «Серый лютый». Он стоял у истоков образования движения «Невада-Семей», которое за короткое время добилось установления моратория на взрывы на Семипалатинском полигоне. Его произведения отличаются глубиной мысли, экспрессией, острой сатирой и неожиданными поворотами событий. Говоря о творчестве писателя, нельзя не сказать о легендарной книге «Ас и я». Более 30 лет назад, не успев появиться на полках книжных магазинов, она была изъята и официально запрещена, мгновенно став советским бестселлером. Несомненно, его труды сегодня бесценны, а имя писателя навсегда останется в аналах истории не только Казахстана, но и всего мира. Ребята, а что такое поэма? Поэма – это крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом. Известно много жанровых разновидностей поэм – историческая, лирико-драматическая, героическая и другие. Ребята, а теперь послушайте отрывок из поэмы. Разгадай, почему люди тянутся к звездам? Почему в наших песнях герой – это сокол? Почему все прекрасное, что он создал, человек, помолчав, называет высоким? Реки спаивают поля, города над рекой к заре. И как сердце летит земля, перевитая жилами рек. Нелегко проложить пути до вчерашних туманных звезд, но трудней на земле найти путь, что в сердце своем пронес, что рекою прошел по земле, что навеки связал города, что лучом бушевал во мгле, освещая твои года. Нелегко, но ты должен найти путь, что в сердце до звезд донес, путь земной, продолжение пути до сегодняшних ярких звезд. Ребята, кому посвятил свою поэму Олжас Сүлейменов? Правильно, это Юрий Гагарин, который полетел в космос в 1961 году. Его полет длился 108 минут. Ребята, заполните таблицу примерами художественно-изобразительных средств из текста поэмы. Проверьте себя. Эпитет: прекрасные, туманные звезды,
яркие звезды. Сравнение. Герой – это сокол, и как сердце летит земля. Олицетворение «Земля дышала». А теперь запишите литературный диктант. Первое. Олжас Сүлейменов – поэт, литературовед, этнограф. Второе. «Земля, поклонись человеку» написано в 1961 году. Третье. Жанр произведения «Земля, поклонись человеку» – поэма. Четвертое. Поэма – это крупное стихотворное произведение с повествовательным или лирическим сюжетом. Пятое. Поэма «Земля, поклонись человеку» посвящается Юрию Гагарину. Шестое. В выражении «и как сердце летит земля» Олжас Сүлейменов использует прием сравнения. Седьмое. До вчерашних туманных звезд пишет Олжас Сүлейменов и использует прием эпитеты. А теперь, ребята, проведем рефлексию. Закончите предложение. Первое. На уроке я работал. Второе. Своей работой на уроке я. Третье. Урок для меня показался. А теперь, ребята, я предлагаю вам рекомендуемое учебное задание. Составьте синквейн к прочитанной поэме. На этом урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания.